вот звездочка. Да? Не, вряд ли, не засунут. Знакомьтесь, Юля родилась в июле. Самой маленькой любимице хозяйства Татьяны Морозова чуть больше недели, а всего здесь 43 представителя англо-нубийской породы. Податься в ряды козаводов Сыктывкарская чета решила в сентябре прошлого года. Небольшую ферму обустроили в соседнем Сыктывдинском районе. Первую партию коз привезли из Нижнего Новгорода. Оперативно всей семьей под крышу поставили помещение, чтобы пережить зиму. Параллельно со стройкой начинающие фермеры изучали основы этого направления животноводства. Да я ничего не знала про коз, про кормление коз, как они едят. Все же учились на прям процессе. Я не знала, что у них 4 желудка, что их кормление – это очень ответственное дело, да. Потихоньку как-то вот, научилась. Я считаю, что я сегодня прошла прямо самый-самый первый класс. Мне до 10 класса еще очень-очень далеко. Англо-нубийские козы не зря пользуются такой популярностью у фермеров региона. Они плодовитые и не капризные. Молоко по вкусовым качествам высокого уровня и славится своей сыропригодностью. И вообще, говорят ветеринары, козы вне зависимости от породы могут стать основой любого начинающего фермерского хозяйства. Но они не очень сильно обременены болезнями. Это довольно неприхотливое животное по сравнению, например, с крупным рогатым скотом, то есть уход гораздо проще. Сегодня начинающие козаводы могут претендовать и на господдержку сразу по нескольким направлениям, в том числе агростартап и гранты на развитие агротуризма. В целом рогатое поголовье в Коми превышает 3000. Содержатся они только в частных и фермерских хозяйствах и пока больше на вторых ролях. У нас предприятий по козоводству нету, фермерских хозяйств у нас держат, если коз, то в небольшом количестве, то есть чисто занимающихся козоводством фермерских хозяйств у нас нет. Есть по овцеводству, но по козам нет. Козоводство еще до конца не успели оценить. Такие мнения звучали на этом форуме. При хорошем уходе и кормлении одна коза может давать до 4 литров молока. А это качественный продукт с минимальными затратами. Есть еще один плюс в этом виде животноводства. Эмоции не самое последнее дело, да? Эмоционально, когда так, это же ведь тоже классно. Это же, посмотрите, какая хорошенькая девочка. Они так пахнут, мягкие такие. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.